Сказано, уже какие века все говорят Пушкин, Пушкин, а последний, это что я знаю, Пушкин, это все наше. И никак не можем понять. И мы всегда думаем, что вот они всегда так рассуждали, как мы бы сегодня, скажем, говорили об этом. Ну вот, послушайте, интересные рассуждения. Когда-то я ехал в Якутию работать. Я работал старателем. Вот у меня тут внуком я сижу сейчас. Он кушает. Так вот, значит, в поезде я заметил, что с нами вот ехал киргиз один. Ну, за Уралом, где-то уже ближе к Красноярскому краю, значит, Юрка появился. Ну, а как мы познакомились? Он смотрит на меня и говорит: ты, наверное, пятисочек. Я говорю: да, я пятисочек. Это бульдозер такой, чебоксарский, Т-500 называется. И те, кто на нем работали, они все пятисочки. Я говорю: а как ты определил? По ширине морды? Да, говорит. Ну, мы вот так сошлись. А вскоре, значит, в Абакане, если не ошибаюсь сейчас, подсел в наш вагон, значит, молдаванин Ваня. Он здоровый такой, кабанище целый, да. И вот, оказывается, он белазист. На Белазе работает. Получается, Юрка тоже пятисочек, я пятисочек, а он на Белазе. Ну, все гигантские машины. Ну, в честь того, что мы встретились, а в поезде это легко, мы разговорились и даже бутылочку нашли, выпили, пошли курить на тамбур. Ну, я уже как-то заметил, что в одном месте один киргиз, тоже бокового где-то там сидел. И вот вдруг он выходит, мы только закурили, и вдруг он выходит к нам на тамбур и вот говорит: вы такие смелые, сильные, здоровые, крепкие люди, вольные еще, говорит, вольные, он упомянул. И вот он что? И стал говорить такие сакраментальные слова. Вот вы такие-сякие, ага. Я тоже хочу быть таким. А как мне им стать? Вот Пушкин говорит, он же был не русским, а был как негроидный там. Ну да ладно. И вот то, что меня поразило, вот Пушкин говорит, он же был не русским, но он был русским человеком. Как мне им стать? Таким, как он. Русским человеком. У меня мозг, голова заработала тут же. Смотрю на Юрика и думаю, сейчас он будет говорить, а я уже увидел, как у него все зашевелилось, и челюсти начали уже было, как хотел рот открыть. Я вижу, что он сейчас будет говорить, и полемика затянется на полчаса. Я сообразил, что нужно говорить. И говорю: слушай, говорю, киргиз, чтобы стать русским человеком, говорю, надо пить русскую водку и освободиться от своих предрассудков. Ну, я имел в виду религию. Ну что, покурили, пошли пить русскую. За Киргизию, за весь киргизский народ, за Киргизию маму, за Киргизию папу. А на утро мы собрались похмеляться. Опять у Юрки, потому что он был зачинщик. А киргиза с нами не было. Мы вспомнили этого киргиза. Я говорю: а если бы киргиз пришел похмеляться, то бы мы бы увидели, что он стал русским человеком. С чем бы мы его, и, собственно, и поздравили бы. Но что поделаешь. Тяжело расстаться от своих предрассудков и вообще стать русским человеком. Я-то сам не русский. Ну, что нас определяет? Русский, не русский. Мы, собственно, как у Маугли. Мы одной крови. Пьем русскую водку, значит, мы все русские. Но вот недавно академика Сергеева, который, кстати, его зовут Эрнст Михайлович, который расшифровал все мировые древние находки письменностей, включая письменность майя. Собственно, я
эту фамилию Сергеев узнал с российского телевидения, может быть, с РЕН-ТВ, где говорилось о том, что вот Сергеев пришел и за неделю расшифровал письменность майя. Ну, недавно у меня была встреча с ним, я сам с Чебоксара, меня зовут Олег Самана, а он живет в Новочебоксарске, и вот мы с этим встретились с академиком. И знаете, по поводу Пушкина он удивительно, любопытно сказал вещь. То есть мир во времена Пушкина, он не был таким, каким мы сегодня осязаем, видим этот мир. И мы не можем выйти из этого как бы состояния нашего временного фактора и обратиться к тому времени. Как тогда люди жили, как люди мыслили, какими критериями, что было главное и что было не главное. Вот, пожалуйста, послушайте. Державин, Пушкин, Пушкин. И еще двое-трое поэтов собрались как-то в одном месте, разговорились, кто мы, какого рода, да какой у нас язык, да все прочее. И стали восхвалять свой язык. Пушкин поднял бокал и сказал: внимание, не хвалитесь, мы все, сидящие здесь, чуваши. И Державин сказал: да, мы чуваши. Молодцы. Вот Пушкин, Пушкин, Каларя. Эбех вырос в Чигине, Мухтадов, Анчахмана в Рендегене полна, Арина Родионовна, Арина, Чуваш, Арун, Равень, Херарами.